Занятия физической культурой и спортом – обязательное условие здорового образа жизни для каждого человека. Упражнения позволяют укреплять не только костно-мышечную ткань, но и нервную систему, а также помогают усилить сопротивляемость организма различным заболеваниям. Как в условиях сложившейся эпидситуации поддерживать свое физическое здоровье и кому необходимо подружиться с дыхательной гимнастикой, узнаем у инструктора-методиста ЛФК спортсмена Сергея Александровича Полоскова. Сергей Александрович, добрый день. Итак, скажите нам, пожалуйста, как в условиях сложившейся эпидобстановки, как в условиях обострения ОРВИ и гриппа заниматься спортом, и стоит ли в такое непростое время делать физические упражнения? И если да, то где их лучше выполнять? В здании или на свежем воздухе на улице? Дело в том, что начать нужно с того, что нужно понимать, в каком состоянии мы сейчас находимся. Если мы прекрасно себя чувствуем, у нас нет никаких симптомов, то есть у нас нет повышенной температуры, нет насморка, нет ломоты в суставах, мы совершенно спокойно можем заниматься тем видом двигательной активности, которая нам ближе. Все-таки лучше на улице проводить, все-таки воздух свежий, тем более в нынешнее наше время. Но опять же, нужно учитывать условия Якутии, да, то есть если уже идут минусовые температуры, к ним нужно готовиться. И совершенно другое состояние, когда мы чувствуем в себе какие-то уже симптоматику какую-то. Если у нас есть высокая температура, ну там даже не высокая, а просто температура, мы уже должны в первую очередь все-таки не играться с этим состоянием, да, обратиться к лечащему врачу, обратиться в поликлинику, чтобы нам выявили, что с нами не так. И уже дальнейшее, там уже консультируясь со специалистами, уже можно принимать какие-то решения. То есть что мы делаем? Мы полностью покой себе, даем возможность организму самому побороться. Либо мы пережидаем несколько дней и продолжаем заниматься физической активностью. Просто в случае, если мы что-то вот такое пограничное состояние, когда мы вроде как не болеем, но в то же время заниматься надо, нужно дозировать, да, то есть никто не говорит о том, что мы должны там дозировку в марафон в несколько часов занятия. То есть занятие должно быть спокойное, в спокойном режиме. А если человек находится в таком пограничном состоянии, у него небольшая температура, легкая слабость, но огромное желание выйти и сделать физические упражнения, тем самым как-то укрепить иммунитет. Вот стоит ли в таком состоянии выходить и делать упражнения? Что такое высокая температура? Да, это организм наш борется. Если у нас именно вирусная инфекция, то, конечно, особенно когда мы говорим о физкультуре, если это, условно говоря, бег, да, когда у нас будет, скорее всего, высокий пульс, то есть вероятность того, что мы вирус загоним еще глубже, и его распространение будет еще более высокое. То есть это, конечно, сверхнагрузка. Но и, опять же, от возраста много зависит. Когда испытывает это заболевание молодой человек в возрасте 20 лет, это одна история. Когда это человек в возрасте 60-80 лет, это уже совсем другая история. Поэтому здесь, как минимум, это должно быть не на большом пульсе. Что у нас дает маленький пульс? Это ходьба. Ходьба, какая-нибудь дыхательная гимнастика. То есть даже если вы себя чувствуете пограничное состояние, когда у вас не температура 40, а когда вы там что-то какая-то подышать, да, если вы способны хорошо стоять, если у вас не кружится голова, если вас не бросает в жар, то пройтись, прогуляться, это вам будет только на пользу. Конечно, пробежка уже будет слишком большая нагрузка. То есть нужно очень четко чувствовать свой пульс, на каком пульсе мы выполняем это движение. Выполнить те же самые дыхательные движения, не будет у вас никаких в этом плане трудностей. Вы тем самым обеспечиваете приток нового свежего кислорода. Опять же, если мы говорим, если уж это и не уличные, да, когда там температура уже минусовая, а даже в помещениях, то хотя бы это должно быть вентилируемое помещение, проветриваемое. Соответственно, в нем дыхательное упражнение, даже если у нас небольшое состояние какое-то пограничное, мы можем себе позволить, и это будет во благо нам.
Сергей Александрович, вы не зря упомянули о дыхательных упражнениях. И сразу вопрос, чем же они все-таки полезны, помимо насыщения организма кислородом, в чем их дополнительная польза вот этих упражнений, да и в целом дыхательной гимнастики? Ну, начнем с самого банального. Это пусть не самая высокая, но это двигательная активность. В конце концов мы двигаемся. Уж совсем в горизонтальном положении принимать, ну, наверное, не стоит нам ни состояние ОРВИ, и либо какое другое. То есть мы двигаемся, пусть не так интенсивно, но все-таки двигаемся. Соответственно, у нас начинает циркулировать кровь, мы живем. Да, что касается самих дыхательных движений, то, опять же, мы вентилируем легкие, и ну, основная проблема, опять же, касается лиц более возрастных, когда у нас там образуются спайки в легких, когда у нас нет притока свежего воздуха в легкие, то есть бронхолегочная система не так хорошо работает. Выполнив самые простейшие, самые невысокоинтенсивные дыхательные движения, мы тем самым помогаем нашим легким работать лучше. Ну а, соответственно, дальше уже в организм разносится свежий кислород, ну и, соответственно, мы продолжаем жить. А какие упражнения входят в дыхательную гимнастику и можно ли выполнить их самостоятельно? Единственное, чтобы предостерег, выполнять упражнения на задержке дыхания. То есть не стоит, вобрав в себя полностью легкие воздуха, и держать это долго. Не нужно повышать лишний раз давление, но есть основные вещи, то есть упражнения, как правило, там есть как бы общая систематика выполнения упражнений. То есть должно быть соотношение вдоха и выдоха 1 к 3. То есть если мы вдох делаем на 1, то выдох у нас должен продолжаться 3 секунды. То есть если мы говорим в секундном выполнении. При этом мы должны выполнять вдох, мы делаем носом, да, соответственно, мы подогреваем и увлажняем входящий воздух. Выдох мы выполняем ртом. Далее мы должны выполнять изменение положения туловища, то есть мы из вертикального положения выполняем наклоны влево, либо вправо, может быть вперед. Соответственно, это тоже дает момент. И еще одним важным особенностью является изменение положения рук в пространстве. То есть сначала мы ладони к груди подводим, затем мы отводим наружу, вверх поднимаем и опять же в стороны. Вот в таком ключе построены все принципы дыхательных упражнений. То есть ничего сверхъестественного там выдумывать не нужно. То есть можно добавить там гимнастическую палку, это даст дополнительную опору между рук. Можно и без нее сделать. Для тех, у кого ноги, допустим, не способны выдержать в состоянии вертикальном, да, он может выполнять это упражнение сидя. Если кто может стоя, пожалуйста, стоя можете выполнять упражнения. Вот основные принципы. Сейчас в средствах массовой информации, в социальных сетях очень много пишут и говорят о дыхательной гимнастике. Вот насколько она результативно борется с последствиями ковида? Подвергшись воздействию этого вируса, наши легкие, они, ну, скажем так, теряем часть клеток, которые способны работать. Нам нужно их как можно скорее восстановить. Естественно, любые дыхательные движения, они способствуют обновлению клеток. Соответственно, мы восстанавливаем тот объем легких, ту жизненную емкость легких, которая у нас была до заболевания. И чем мы будем регулярнее эти выполнять упражнения, ведь никто не говорит о том, что мы должны это делать 1 раз в день. Если у вас есть силы, если есть возможности, пожалуйста, можно делать 2 раза на день, если самочувствие позволяет там. Вот, то мы быстрее восстановимся на прежние объемы жизненной емкости легких. И, соответственно, быстрее восстановимся в тот привычный ритм жизни, который у нас был до заболевания. Так у нас восстановление может длиться там и полгода, может быть, и, не дай бог, и год. А при выполнении дыхательных упражнений мы можем это буквально там за месяц уже вернуться к той же жизненной емкости легких, которая и была до заболевания. Поэтому я только за, чтобы у нас выполняли дыхательные упражнения как профилактику в принципе заболеваний, так и для тех, кто перенес это заболевание и скорее хочет вернуться к своей трудовой деятельности, которая была до этого. Сергей Александрович, спасибо вам большое за интервью.